Ну вот, знаете, вот вопросы такого рода, я сейчас скажу, я бы не хотела, чтобы они были заданы. Как вы относитесь к творчеству Виктора Пелевина? Вы знаете, книжки Виктора Пелевина мне очень интересны. Не все. Некоторые у меня вызывают некоторый внутренний протест, но я бы не хотела, чтобы вы меня, так сказать, вынуждали говорить, какие-то выносить оценки. Виктор Пелевин замечательный автор, читает его совсем недаром, он человек с идеями, он человек, так сказать, с определенным мировидением, отличающимся от моего, но интересным. Вот, но при этом я бы хотела обойтись без оценок моих коллег. Большая часть книг, которые я читаю, это книжки по делу. Те, которые связаны с тем, что я сегодня делаю. Около моей кровати стоит вот несколько вот таких стоп-книг, которые я должна прочитать. Значит, и мне хочется их прочитать. Последние годы, когда вырывается свободная, вот эта свободная минутка, то я, на самом деле, много читаю книжек с большим удовольствием, научно-популярных. Мое любимое чтение последнего времени – это книги Александра Владимировича Маркова по эволюции, по генетике человека. Но это понятно, потому что я сама по образованию генетик, давно этим не занимавшаяся. И то, что сейчас происходит в этой области, мне безумно интересно. И я, конечно, то, что сейчас происходит, переживаю как острейшую революцию, которая происходит, а про нее никто не знает. Вот. Значит, ну и там целый ряд книг именно такого, так сказать, научного направления. Вот. Значит, поскольку поэзия является самой концентрированной формой литературы, как я считаю, то, конечно, у меня всегда где-то стоит рядом какой-то источник поэтический. Обычно это, не знаю, там, Бродский, Мандельштам, я люблю Пастернака и все это. Вот последнее, кстати, что я прочитал, так, в ночное время, слава богу, бессонница теперь объявилась, значит, поэтому я читаю больше ночью. Вот. Перечитал «Охранную грамоту». И неожиданно, то есть я знала о том, что Пастернак боготворил Маяковского, я это помнила, но вот перечитав, я вдруг увидела это как с необыкновенной ясностью, как наши все лестницы, шкалы, измерения, как они подвержены времени, как они изменяются с годами. Так что чтение разнообразное, все время ощущение, что я украла. Значит, я помню, что недавно я не помню, по какой причине, я сидела днем и читала Толстого. И вдруг я подскочила и думаю, среди бела дня я читаю Толстого, который мне сегодня не нужен. То есть к чтению относится как к роскоши. Читал я Алешу Горшов. Так что, можно ли ваше произведение «Мудрый нашего царя» считать последней мини-энциклопедией русской жизни? Нет, у меня не было таких претензий писать какие-то энциклопедии. Это, собственно, ответ на этот вопрос заключается в названии этой книги. Это все-таки из Лескова выражение наших людей, нашего царя, что мы все люди нашего царя Господа Бога, кривые, косые, умные, глупые, разнообразные, что мы, так сказать, все одно племя. Вот, говоря, о чем речь. Знак информационной продукции для какого возраста вы бы поставили на книге «Детство 49»? Ой, вы знаете, дураки и дороги. Вот эти вот все значки, плюс 6, плюс 10, плюс 12, представляются мне необыкновенно глупыми. Вот. Ну, так случилось, что живем, преодолевая вышестоящую глупость. Для России это совершенно не новость, эта ситуация, она привычная, в истории закреплена. Значит, вы понимаете, люди развиваются по-разному. И то, что один человек в 6 лет уже существо зрелое и мыслящее, другой не оказывается ни зрелым, ни мыслящим в 26. Поэтому, так сказать, ну, наверное, все эти усредненные знаки, наверное, они
что-то имеется в виду, мне они представляются глупостью сплошной, абсолютной и безусловной. Здесь есть другой вопрос, что есть просто плохая литература, плохая кинопродукция, которую не надо смотреть ни в каком возрасте, ни в 6-летнем, ни в 76-летнем. Вот. И, к сожалению, уже мир так устроен, понимаете, вот мы хотим свободы слова и свободы печати, значит, мы должны терпеть эту мразь всякую, потому что у нас в руках есть мощный инструмент. Мы ее всегда можем выключить. И вот это вот проблема экологическая, в высшем смысле экологическая, потому что это экология сознания, которая существует, конечно же, о которой не говорят и не пишут так, как говорят там о продуктах. Значит, мы хотим первого качества продукта и вода, чтобы была чистая. А то, что мы поставим в свою голову, об этом мы не особенно задумываемся. Но здесь контроль может быть только внутренний. И никакие значки плюс 6, плюс 8, плюс 15 не уберегают нас от плохой литературы, от плохих фильмов. И это ответственность каждого человека. Вот не надо возлагать ответственность на вышестоящие организации. Вот вы считаете возможным показать своему ребенку это кино, или чтобы прочитал он эту книжку? Берете на себя ответственность? Расскажите, как создавалась книга «Священный мусор». Значит, я начинала писать с рассказов, в общем-то. Я люблю писать рассказы, мне это очень нравилось. Потом наступил момент, когда я поняла, что вот есть тема, которая рассказами мне не поднять. Хотя я продолжаю до сих пор больше всего любить рассказы. Я вообще люблю рассказывать. Вот. И я написал несколько романов. Каждый раз это было все труднее и труднее. Вот сейчас я опять в начале большой книги, я всегда сомневаюсь, смогу ли я дотащиться до конца, и получится ли. Это правда, всякий раз умираешь на этом месте, потому что Даниэль Штайн, что «Зеленый шахтер», это все были книги, которые поливались кровью. Кстати, да, Скуковский тоже очень трудно. Вот, и всякий раз, когда вот, перед тем, как надо вроде как бы собираешься в эту плавание пуститься, очень долго топчешься, медлишь и отодвигаешь это, потому что жизнь кончается на самом деле. Вот. Ну вот «Священный мусор» — это такая книга перерыва, когда я готовилась и боялась, и вот я собрала какие-то куски для меня важные. Ну и кроме того, она еще по времени совпала с тем, что я заболела, у меня был рак, и я там лечилась, вот, пока живая, и, так сказать, еще значит, какой-то кусочек мне был подарен. И это тоже очень как-то изменило мировосприятие. Болезнь — это очень сильный опыт, и в моем случае очень хороший опыт, потому что многие вещи ты начинаешь видеть немножко другая оптика возникает. Вот. Поэтому вот «Священный мусор» — это такое, так сказать, такой перерыв и такое раздумье о жизни перед новым каким-то прыжком, который я, значит, может получится, может не получится. Вот. Потом, конечно, это, в жанре последней книги «Священный мусор», потому что вроде такое, значит, собрала и стало то, что уже было, пошло, не пошло, там какие-то размышления. Вот, но оказалось, что все-таки это не последняя книга, еще потом что-то будет. И уже после нее что-то было. Потом после этой книжки уже был сделан сборник детства 45-53. Сейчас я сделаю, тоже это не тот роман, который мне хотелось написать. Сейчас я делаю книжку, собираю памяти моей покойной подруги Наташи Горбаневской, она пару месяцев там назад умерла. И она, мне кажется, очень актуальной. Сегодня воспоминания о ней, и вообще ее биография такого героя, юродивого, совершенного человека, особенного, и поэта, большого поэта. Вот, так что вот так вот с мусором так получилось.
была система распределения книг, а сейчас даже если писатель поэт на свои деньги напечатает 500 и 200 экземпляров, он не знает, что дальше делать. Что делаете вы, Светлана? Значит, Светлана, вы знаете, дело в том, что мы жили в очень, в каком-то смысле, удобной советской системе, когда от нас ничего не зависело. Все решали за нас. Писатель писал книгу, в зависимости от того, насколько она считалась полезной для государства, в зависимости от этого определялся тираж этой книги. Значит, дальше этот тираж распространялся, и была очень хорошая система распространения книг. Вот это то, что мы потеряли. Есть вещи, я не сразу это поняла, которые мы действительно потеряли вместе с советской властью. Их немного, но они есть. Вот. Значит, и это была такая гарантированная система. Если ты работаешь в рамках задания партийного, общественного, то у тебя есть гарантия, что твои книжки будут развесены по книжным магазинам, и ты свои тиражные, большие или маленькие, ты их получишь. Вот. Значит, сейчас ситуация в корне изменилась. Значит, когда появилось огромное количество в 90-е годы маленьких издательств, при полностью разрушенной системе централизованного книгораспространения возникла проблема не написать книгу, не напечатать книгу, а донести книгу до читателя. Значит, кто имел возможность это делать? Тот, кто первым, кто делал хорошую сеть распространения. Хороших сетей было две: Эксмо и АСТ, два крупных издательства. Они постепенно сжирали все маленькие издательства, но несколько специализированных, достойнейших им удалось сохраниться. Сегодня АСТ практически не существует, его Эксмо усвоило, поглотило. Вот. И, значит, и это издательство, которое имеет очень хорошую систему распространения. Вот у них магазины во всех городах страны, в маленьких, и в больших. Я помню, что когда я перешла в издательство Эксмо, и первый раз из компьютера полезла бумажка, мне редактор показал, как распространяются книги от буквы А до буквы Я, Акмолинск, Актюбинск, Алмата, и вот так вот. Значит, и количество экземпляров. Я поняла, что я очень правильно поступила, что я в это издательство перешла. Вот. Теперь это как бы про хорошее, теперь про плохое. Дело в том, что такие крупные издательства, не специализированные, они имеют отношение к литературе точно такое же, как к продаже обуви или йогурта. Для них книга – это товар. И относясь к книге как к товару, они совершенно не делают преференций тому, что мы условно назвали бы серьезной или хорошей литературой. Для них хорошее – это то, что приносит деньги, то, что дает тиражи. Поэтому то, что с моей точки зрения плохая литература, для издательства оказывается хорошая литература, она хорошо продается. Вот. Что с этим делать, не знаю. Молодым авторам очень трудно сейчас живется. Значит, я очень рада, там, скажем, что существуют какие-то литературные премии, сейчас их много. Эти премии в условиях вот этого искаженного, в общем-то, книгораспространения чрезвычайно важны, в особенности для молодых авторов, чтобы их имена. Толстые журналы, вообще журналы литературные, которые прежде были рупором, так сказать, и последние новинки проходили в журналах. Сейчас эта функция совершенно закрылась, потому что издательство очень быстро публикует. Мне, допустим, журнал «Знамя» звонят мои друзья и говорят: Люсь, дай нам что-нибудь журнал. Я говорю: а ничего нету. Я говорю: а все уже вышло. Потому что выходит вот так вот. Я сдаю книжку, она через 4 месяца, типографский цикл, она выходит. Поэтому ситуация принципиально полностью изменилась. Значит, единственное, что я могу добавить к этому, она плохая. Она для культуры, она очень плохая ситуация. Единственное, что я хочу добавить, что в этом случае мы не впереди страной всей, всего планеты всей, а мы абсолютно идем нос к носу со всем остальным миром. Этот процесс идет повсюду, так сказать,
тиражи регулируются, отсюда жанровый, отсюда любовный роман, так сказать, в общем, низкопробная, скажем так, литература. И последнее, что я по этому поводу хочу сказать, это чуть-чуть в стороне. Значит, дело в том, что мы, вот мое поколение, по-видимому, поколение немножко более молодое, в особенности те люди, которые здесь сидят в этом зале, мы все привыкли к трудному чтению. Что мы знаем, что чтение это не только развлечение, оно может быть и наслаждение, и развлечение, но в общем, мы знаем, что такое трудное чтение. Потому что трудная книга, которую ты преодолеваешь, ты в это время умнеешь, ты в это время получаешь образование, в это время расширяется твой кругозор, и происходит, извиняюсь за выражение, духовный рост. И культурный рост. Значит, сегодняшние люди об этом забыли, что чтение это процесс трудный. Что он как учение, как учеба. Кому-то учеба дается легче, кому-то труднее. Но в общем, это то, что берется с усилием. И что, там, я не знаю, я сейчас вот говорила о книгах Маркова, я очень обожаю эти книги, я с наслаждением их читаю. У меня биологическое образование, я генетик по образованию, я не все понимаю, что он пишет. Так что, естественно, я, правда, очень много лет как генетикой не занимаюсь. Вот. Но, тем не менее, я эти книжки читаю и все-таки стараюсь как-то мозги свои немножко поднапрячь. Вот. Как этого добиваться, не знаю. Это должны знать вы, а не я. Я могу производить продукт, а вы с этим продуктом работаете. Работа отдельная, трудная, благороднейшая, абсолютно. Я давно уже мы с Катей это знаем, что мы приезжаем всегда к лучшим людям города. Когда мы приходим в библиотеки, в музеи, мы знаем, что лучшие люди города здесь в этом зале сидят. Нравится вам экранизация произведений, в частности, сказку Кутского. Это разные формы литературы. Сценарий и проза. Я в своей жизни написал десяток сценариев, они не все были поставлены. И должна вам сказать, что я предпочитала бы написать сценарий, а не делать инсценировку по написанной прозе. И я это не люблю, когда делают инсценировки, иногда соглашаюсь. Соглашаюсь, значит, в случае с Коцким ко мне пришел Грымов, человек гораздо меня моложе, человек другой культуры абсолютно. И довольно долго приставал на давай. Я говорю, да нет. Тогда он сказал магическую фразу: я знаю как. Потому что я лично не знала, как надо делать фильм об этом. Там слишком большие объемы, слишком разнообразные вопросы. И то, что может себе позволить романист, совершенно не может себе позволить сценарист. Потому что сценарная и вообще драматургическая работа, любая, она гораздо более жесткая, она гораздо более целенаправленная, никакого бокового зрения, если ты не Феллини, никаких отступлений быть не может. Это очень целенаправленная работа. Вот, значит, он сказал, что он знает как, и тогда я, значит, сделал сценарий некоторый. Вот, потом оказалось, что денег на сценарий нет, есть только на телесериал. Я уже взвыла и сказала, что нет, это вот точно я не буду. Но я разрешила это делать. Какой-то там мальчик расшивал сценарий, и я это потом просматривала. В общем, сделала сценарий, сняли фильм, сделали его. И, значит, первое, что мне хочется по этому поводу сказать, Юра Грымов профессионал. Потому что, когда он должен был быть первый съемочный день, и он среди ночи проснулся и обнаружил, что все белье, которое будут сегодня снимать, 42 год, Пермь, госпиталь в Перми, что все белье у него белые простыни, белые халаты. А в 42 году в военном госпитале белого не было ничего. Я он поднял всю съемочную группу, и они желтили, белили, пятнали все это, так сказать, белье, чтобы это было правдоподобно. И вот по картинке Юра был абсолютно профессионально добросовестен. Каждый работает в меру своего понимания. Фильмы и пьесы, спектакли делают режиссеры, используя драматургический материал.
по одной и той же пьесе можно сделать прекрасно, можно сделать хорошо, то же самое со сценарием. Я считаю, что Юра сделал хорошо, я считаю, что это хороший сценарий, хорошая работа. Я бы его делал по-другому. Во-первых, я бы вообще не делал его. Но если делал, то делал бы по-другому. Вот, значит, он не сделал ни одного ляпа, такого, от которого я включил один раз «Доктор Живаго». Был сериал, я включила в тот момент, когда был эпизод, как Юрий Андреевич приходит в дом Живаго, его невеста Тоня встречает его гимназистка в голубом кружевном пеньюаре. Это то, чего не может быть никогда. В голубом кружевном пеньюаре может быть ее мама в спальне или, блядь, в борделе. Но 18-летняя гимназистка последнего года в кружевном пеньюаре быть не может. Я выключила. В следующий день я открыла снова эту самую, включила телевизор, опять шло это продолжение. На этот раз Юрий Андреевич вернулся уже с Урала, значит, в Москву, идет по собачьей площадке, он подходит к своему дому, у него там утка известная, значит, в подарок семье, он подходит к своему дому, останавливается, и вот дом в стеклопакетах. Я просто от ярости, у меня просто дым из ноздрей. И причем я же знаю, я с кино имела дело, что задекорировать стеклопакет нужно 2 часа времени, 4 газеты и кисточка. Это, так сказать, это просто. Но есть вещи невозможные, там город, декорацию города невозможно, а стеклопакеты задекорировать, нарисовать. Вот. Так что, поэтому я считаю, что Юра сделал очень хорошо. Значит, у меня было несколько фильмов по моим сценариям, значит, ну, хуже-лучше. Повторяю, что фильмы делают не драматурги, а режиссеры. Вот. И сейчас вот я написал в прошлом году, позапрошлом, наверное, сценарий, который на НТВ сейчас, может быть, будет, может быть, нет. У меня написано последние годы пару пьес, которые, может быть, будут, может, нет. Я не люблю инсценировок сама, но иногда разрешаю делать. Ну, как рождаются сюжеты из жизни или из фантазии? По-разному, но всегда какой-то крючочек первоначальный, конечно, бросает жизнь. Так, это не абстрактное занятие, там, а придумаю-ка я что-нибудь. Такого, в общем, не бывает. А мне было так, что вы пишете, а где-то это уже было. Знаете, дело в том, что очень трудно что-нибудь написать совершенно новое, потому что где-то это уже было всегда. Понимаете, люди пишут книжки уже несколько тысячелетий, количество тем ограничено. Значит, наше время еще интересно тем, что, скажем, там, в 20 веке, с середины 20 века было очень модна фантастика, ее было очень много, она была восхитительной, были замечательные американские авторы, был Рэй Брэдбери, Шелтон, мы все с удовольствием читали эти книжки. Вот наступил 21 век, и сейчас уже можно сказать, что этот жанр полностью умер. Потому что та скорость, с которой рвануло человечество вперед, мы перегнали фантастику, мы перегнали фантазию. И поэтому, так сказать, только ситуация положения, там, не знаю, восхитительная жизнь других миров, так сказать, как бы отчасти отработана. Сегодня понимаем, что эти другие миры находятся под микроскопом. Что то, что, так сказать, вот целые цивилизации находятся там, куда просто надо заглянуть, вот здесь, далеко ходить не надо. Психологические бездны взаимоотношений между людьми разного устройства, между существами разного устройства, нам не нужны инопланетяне, потому что мы живем в обществе, в котором мы многих людей воспринимаем как инопланетян. Мы настолько не понимаем их, настолько разная мотивация поведения, настолько разная психика. Так, надо сделать. У Герберта Уэллса, помогает. У Герберта Уэллса есть, по-моему, в «Войне миров» идея о том, что прописано, что человечество разделилось на 2 расы.
Илоев и Марлоков. Илоев такие возвышенные существа, интеллектуальные, занимающиеся искусством, вот, ценящие. И они живут на поверхности земли в дивных, прекрасных, красивых городах. А под землей живут мороки. Это тоже человечество, ну вот разделившиеся на две расы. Они живут под землей в очень таких условиях кошмарных. Вот. А питаются они илоями. Они время от времени, значит, выскакивают на поверхность, хватает илоя. И, значит, илои живут и восхитительной жизнью. Она интеллектуальная, она прекрасная, но время от времени кого-нибудь съедают. Вот метафора замечательная. Я вообще люблю очень Герберта Уэллса, он много великих мыслей высказал. Вот что-то в этом духе. Понимаете, вот что-то в этом духе происходит с человечеством. Оно как будто бы находится на развилке, в какой-то точке конвергенции. Значит, одни идут в одну сторону со своим развитием, там, гуманизм, либерализм, всякое такое, так сказать, идеальное, возвышенное, что-то обещающее нам прекрасное, мир, любовь и взаимопонимание, а другие идут в сторону жесткую, очень, так сказать, такую марлотскую, кто победит, мы не знаем. Более того, мы даже не будем говорить, кто прав, потому что правда давно уже делится не пополам. Человек, который думает, он имеет право и обязательство, обязанность думать самостоятельно. Трудный процесс. И чтение, и образование с этим связано. Чем больше мы будем читать, чем более мы будем образованы, чем более самостоятельные мы сможем продуцировать мысли и идеи, тем мы будем свободнее.